адзінае права, якое у нас заўсёды было рэалізавана, канстытуцыйнае права, гэта права на адукацыю. В общем, в отношении права здесь такая пустыня. Мы зараз разумеем свои правы праз целом. Масса противозаконных действий, но никто не понимает, как они устроены. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў, сёння мае рэспектабельны выгляд, Зміцер Лукашук. І зараз мы прадставім нашу госцю, дзеля якой і прыдбаў Максім Гаруноў свой рэспектабельны выгляд. Гэта навуковая супрацоўніца Інстытута праблем правапрымянення пры Еўрапейскім універсітэце ў Санкт-Петербурзе Арына Дмітриева. Добрый дзень, спадарня Арына. Вітаю вас, добрый дзень. Спадарня Арына, я з самага пачатку, можа быць, на актуальнае пытанне, звязанае з тым, што сёння адбываецца ў Беларусі. Можа быць, мы праз гэта выйдзем далей на нацыянальную ідэю. Прагучала пэўны час таму ад аднаго чалавека такая фраза, у арыгінале яна гучыць так: «Иногда не до законов». Так вось, з пункту гледжання правапрымянення, як вы ацэньваеце тое, што адбываецца з правам і правапрымяненнем у Беларусі, і гэтую фразу? Слухайте, мне цяжка станоўча адносіцца да гэтай праблемы, да гэтай фразы, таму што, зразумела, яна ставіць нас і ўсіх беларусаў вельмі такі ставіць усё, што адбываецца па-за законам, і зразумела, мне, як беларускі, вельмі складана з гэтым усім быць. Вы так адразу вельмі цяжкае, балючае пытанне закранулі, таму што вось калі я прыехала з Беларусі ў верасні, я адразу пачала спрабаваць неяк зразумець, як быць гэтым з усім, што адбываецца ў Беларусі, як гэта можна вывучыць, як і пакрысе, калі я пачала трохі чытаць аб тым, як паводзіць сябе паліцыя ў розных абставінах, я зразумела, што можа тое, што адбываецца ў Беларусі, яно жахліва выглядае для нас, як для беларусаў, але не вельмі моцна выходзіць за межы такой руціннай працы аўтарытарных рэжымаў, хіба што так я бы адказала. Я не ведаю, таму што адбываецца зараз у Беларусі і ў адносінах беларусаў з праваахоўчай сістэмай, судебнай сістэмай, гэта тое, што абодва бакі спрабуюць адстойваць сваю праўду, сваё бачанне справядлівасці, сваё бачанне таго, што можна называць гонарам, і ў гэтым сутыкненні мы маем мы неверагодны ўзровень насілля на вуліцах, насілля з боку сілавікоў менавіта, праваахоўчых органаў. Таму, як беларуска, я проста не магу на гэта глядзець. Як навуковы супрацоўнік я спрабую на гэта глядзець з нейкай дыстанцыі і разумею, што гэтыя метады насамрэч не вельмі моцна адрозніваюцца ад таго, што мы бачым
у розных краінах, асабліва ў тых выпадках, калі пад нападам пратэстуючых атрымоўваецца сама дзеючая ўлада. Таму што калі, напрыклад, у нейкіх там пратэстах у заходніх краінах другім бокам з'яўляюцца, напрыклад, якія-небудзь карпарацыі вялікія, то паліцейскія паводзяць сябе не так дзіка, не з такім узроўнем насілля, як у тых выпадках, калі пад нападам знаходзяцца яны самі. А што мы бачым зараз? Мы бачым, што грамадства не пагаджаецца, яна не лічыць той рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, легітымным, яно сумняваецца ў яго вартасці, і як толькі мы пачынаем сумнявацца ў яе вартасці, у вартасці рэжыма, адразу рэжым і асабліва тыя, хто ад яго залежаць, пачынаюць дэгуманізаваць адваротны бок. І гэтая дэгуманізацыя, і гэта непаразуменне, негатоўнасць да дыялогу, яна ўсё пашырваецца і пашыраецца год ад году. Не год ад году, а дзень ад дня. Гэта адна з пэўна адно з тлумачэнняў таго, што мы бачым зараз на вуліцах, таго, што мы бачым зараз у грамадстве. Можа быць, яшчэ у працяг пытання пра змены грамадства ў дачыненні да ведання законаў, прымянення гэтых законаў. Раней пра беларусаў казалі, што яны вельмі неадукаваныя менавіта вось у гэтай сферы. Не ведалі законы, не ведалі свае правы, не ведалі, што ім можна, што нельга, такім менавіта у заканадаўчым плане. Зараз змяняецца стаўленне беларусаў да ўсёй гэтай вось сістэмы? Тут дзіўна, таму што з аднаго боку беларусы даволі законапаслухмяныя. Гэта ўсе ведаюць, як беларусы сплочваюць падаткі ў свой час, што беларусы пераходзяць дарогу толькі на зялёнае святло, што ў нас амаль што няма парушэння скараснога рэжыму і гэтак далей. Гэта з аднаго боку. З другога боку, гэта такія штодзённыя законы, што тычыцца вось таго, што зараз адбываецца, і тыя правы, якія мы, беларусы, зараз спрабуем адстаяць. Гэта якраз тычыцца вельмі базавых правоў чалавека, таго, што адносіцца да першай катэгорыі, першай генерацыі правоў чалавека, правы гражданіна, правы палітычныя. Гэта тыя правы, за якія мы яшчэ амаль што ніколі не сражаліся у гэтым канстытуцыйным сэнсе. Таму што калі мы размаўляем пра канстытуцыю, мы атрымалі пісьмовую канстытуцыю калісьці там у 94-м годзе, не баронячы яе, не баронячы свае базавыя палітычныя і грамадскія правы, пры тым, што ад сацыялістычнай улады мы захавалі даволі вялікую колькасць таго, што называецца другое пакаленне праваў. Гэта правы эканамічныя і сацыяльныя. І таму адзінае права, якое ў нашай так званай канстытуцыі увесь час рэалізоўвалася, як высветліла
амерыканская даследчыца Міла Верстік, адзінае права, якое у нас заўсёды было рэалізавана, канстытуцыйнае права, гэта права на адукацыю. З ім мы не будзем зараз размаўляць аб якасці адукацыі, але тое, што гэтае права рэалізоўвалася і адукацыя была даступна да ўсіх, для ўсіх, гэта не выклікае ніякага сумневу. Што тычыцца астатніх правоў, што палітычных правоў, мы ніколі не мелі ніякіх правоў, ні выбарчых, нармальна зрэалізаваных, ні выбарчых, ні права прадстаўніцтва, ні права уласнасці, ні права нават мы не маем зараз правоў на ўласнае цела, таму што тыя пыткі, якія перажылі нашым грамадзяне на пачатку жніўня, ну, гэта азначае проста, што нават права на цела у нас было адабранае тады, ну і зараз яно працягваецца, таму што тыя умовы, якіх знаходзяцца палітычна, не толькі палітычна, але мы зараз асабліва адчуваем гэта, у якіх яны знаходзяцца ў турмах, гэта таксама пытачныя умовы, таму вось мы зараз разумеем свае правы праз цела, можа быць, праз тыя пабоі, якімі падвергліся нашы грамадзяне, праз тыя слёзы, якія мы лілі, я маю на ўвазе жанчыны, калі гэта ўсё бачылі. Таму зараз, так, мы зараз не тое, што нават усведамляем свае правы, мы іх проста пачынаем разумець. Таму што мы там з першага класа, ці там з якога 4 класа, на паперы гэтыя ўсе правы ведалі. Права на жыццё, права на уласнасць, права на ахову здароўя, але зразумелі ў гэтым годзе, што ўсіх гэтых правоў больш, ну, як быццам бы у нас і няма. Можа, так казала? Вот на мой взгляд, на взгляд человека со стороны, вот то, как ведут себя белорусы, ну, рядовые граждане, и то, как ведут себя силовики, тот факт, что здесь можно задерживать гражданина, не представляясь, не объясняя ему, за что ты его задерживаешь, не будучи одетым в форму, говорит о том, что здесь, в общем, в отношении права здесь такая пустыня. В том смысле, что ни силовики не понимают, что такое быть силовиком, что такое быть полицейским, что такое охранять порядок. Ни граждане не понимают, что такое быть гражданином, не понимают, где их права начинаются и где они заканчиваются. В этом смысле это все очень похоже на, знаете, ну, как бы вот люди вышли на стадион, на футбольное поле, им кинули мяч, но они не знают, что с ним делать. Они не понимают правил, они не понимают красоты этой игры, не понимают, зачем здесь судья, не понимают, зачем здесь ворота. Вот. И, в общем, как бы ведут себя довольно странно и непонятно. И, по-моему, вот, как мне кажется, то, что произошло в августе, это как бы для белорусов обнажилось, насколько они не живут вот в государстве, насколько они не понимают, ну, в общем, что у них есть государство, что за это государство нужно отвечать, что за полицейских нужно отвечать. Они жили как-то, вот, знаете, как на вёске, там, ну, 100 лет назад. Как-то вот живут, как-то оно само сложилось. Я никого не трогаю, меня никто не тронет. И вот не кажется ли вам, что... Просто я как бы так хотел бы продолжить то, что вы сказали. Не кажется ли вам, что, в общем, только сейчас, столкнувшись с таким вот произволом, да, силовиков, с таким открытым насилием, и это насилие еще и зафиксировано на камеры, белорусы начинают, в общем, как бы осознавать мир, в котором они находятся? Ну, да, это, видимо, правда. Вот я перескочила на русский язык. Есть такое, но только осознание того, что та ситуация, в которой ты живешь, ненормально, она происходит во время кризисов, потому что пока кризиса нету,
ну, как бы, ну, кажется, что то, как есть, нормально. И на самом деле преобразования в полициях, они всегда связаны с каким-то серьезным кризисом в той деятельности, которую она демонстрирует гражданам. Это не обязательно то, что мы сейчас переживаем, и это последствия политического кризиса. Это могут быть какие-то очень громкие преступления, которые заставляют целое государство полностью переделывать свои правоохранительные органы в ответ на какие-то критические ситуации. Ну вот как реформа полиции в России в 2011 году, она же была мотивирована тоже насилием, это отчасти громким случаем, когда майор Евсюков расстрелял какое-то количество людей в супермаркете. Или, например, реформа полиции в Бельгии, казалось бы, европейская страна, но в какой-то момент там произошли громкие насильственные преступления, которые также вызвали необходимость реформы полиции. Поэтому да, мы сейчас понимаем очень хорошо, что здесь что-то нужно менять. Но в отличие от экономики, где в Беларуси, экономическая сфера, где в Беларуси достаточное количество экспертов, в области правоохраны у нас действительно не хватает компетенций и понимания, поскольку эти системы были максимально закрытыми, у нас очень мало материала для того, чтобы изучать, что же там происходит на самом деле. Потому что проблема у многих реформ в том, что они пытаются сделать хорошо на бумаге, не изучив до того, как оно устроено на самом деле. Саша, а вы не можете ли вы привести пример какой-нибудь постсоветской страны, у которой тоже была такая вот советская тоталитарная система насилия, и этой постсоветской стране удалось как-то переформатировать своих силовиков так, чтобы они стали больше на людей похожи? Ну, какая-нибудь страна, может быть, если не советская страна, то, может быть, страна Восточного блока. Смотрите, очень тяжело шли реформы полиции в Польше, прямо очень тяжело, и в силу того, что там происходили политические откаты, после победы солидарности побеждали коммунисты, после коммунистов опять демократы, потом опять коммунисты. Вот все 10 лет после победы солидарности тамошняя система правоохранительных органов никого не устраивала, но не устраивала так, потише, не так громко. И там же, ну, поскольку, видимо, и репрессии были не так сфокусированы во времени и не так очевидны для граждан, как мы сейчас это имеем возможность отслеживать и видеть в прямом эфире эффекты этих репрессий. Вот. Но в конечном итоге, где-то, по-моему, к 2002 году, после того, как Польша провела административную реформу, ей удалось таким образом перенастроить финансирование правоохранительных органов и так организовать структуру правоохранительных органов, что она стала удовлетворять граждан гораздо больше. То есть это, конечно же, не топовая история, но это история нормальной полиции, я бы сказала так. Такая же ситуация была в Чехии, только Чехия еще позже реформировала свою полицию, и тоже это было связано, кстати, с административной реформой, поэтому... Административная реформа – это что такое для слушателей? Это перекраивание округов, в смысле перекраивание территорий. Когда Польша отказалась от крупных воеводств, сделала более мелкие воеводства, потом, как там у них воеводство, поветы, не помню, как выстроена муниципальная система. И основная эта проблема в том, что на любую реформу нужны деньги. И это первая история. Вторая история – это то, что любое реформирование вот сейчас, оно не отвязывает нас от проблемы. Ну, в чем проблема правоохранительных органов? В том, что у нас в Беларуси выстроена очень жесткая вертикальная организационная структура, еще даже более жесткая, еще более централизованная, чем, например, в России, где она тоже очень
высоко централизованная и иерархичная. И все структуры, что судебная власть, что правоохранительная власть, они замыкаются на одном лице. И это лицо считает себя президентом сейчас. Ой, как я говорю сейчас. И вот разламывание этих связок, оно очень часто, мы видим несколько случаев, когда оно было успешным при изменении, в том числе территориальной структуры. И я хочу обратить внимание на то, что в Беларуси отошло обсуждение административной реформы, в том числе и некоторые изменения географической нарезки, но оно заглохло, по-моему, в 2018-2019 году. Это был бы один из способов, когда можно было бы достичь вот этой вот цели, в которой можно более эффективно, наверное, функционирование полиции, это децентрализация, когда полицейский отвечает на нужды граждан, с которыми приходится работать, а не на потребности своего начальства, которое отвечает на потребности своего начальства и так далее, пока мы не добираемся до самого верха. Слушайте, из того, что вы сказали, оно получается довольно интересно звучит. Вот представим себе, что сейчас Александр Григорьевич решит, что все-таки с него хватит, ему надоело быть, и он куда-то там уходит. Вы заново перенарезаете области, новое территориальное деление Беларуси. А вот там же остаются примерно те же самые люди, имеется в виду те же самые силовики, вот, и вы говорите, что они будут подчиняться гражданам. А не могли бы объяснить, благодаря каким механизмам они будут подчиняться гражданам? Потому что мне так, я не очень в этом разбираюсь, но мне кажется, что человек, который вот способен без погон, без формы выйти на улицу в маске, схватить первого попавшегося гражданина, затащить его в автозак, избить, а потом выкинуть, вот такой человек, он никогда не будет отвечать перед гражданами. И если ему предоставить свободу действия, то, скорее всего, это будет такая полумафиозная структура или околомафиозная. И, в общем, будет еще хуже, чем сейчас. То есть сейчас они, по крайней мере, одного слушают и боятся друг друга. А если они перестанут бояться друг друга и не будет этого вот страшного суперпрезидента наверху, то, в общем, они просто этот террор, который они умеют делать, они его просто обрушат на граждан на местах. Да, вы меня ставите в сложную ситуацию, потому что я не очень хорошо знаю все элементы организационной структуры. С одной стороны, потому что они закрыты, с другой стороны, потому что я уже 10 лет жила в Петербурге и никогда не интересовалась белорусскими правоохранительными органами. Поэтому кому-то мои рассуждения могут показаться очень теоретическими, но, тем не менее, здесь смешиваются две проблемы. Одна проблема – решение то, что называется transitional justice, то, что переходное правосудие, то есть решение проблемы, как мы будем обходиться с тем огромным комплексом насилия, с которым мы столкнулись здесь и сейчас. И в этом смысле, кстати, белорусам очень сильно повезло, потому что буквально в этом году вышло на русском языке две великолепных работы. Одна Николая Эпле про неудобное прошлое, другая про доклад про переходное правосудие Института права публичной политики, где надо просто... Мы имеем доступ к материалам того, как с такими ситуациями обходились другие страны, потому что многие страны переживали переходный период без такого масштабного насилия, и им по-другому приходилось устраивать свои правоохранительные системы. Это одна проблема переходного, проблема того, как мы будем действительно обходиться с людьми, которые осуществляли это насилие, возможно ли их полное раскрытие, возможно ли примирение с ними, возможно ли их осуждение. Разные же страны решали эти вопросы по-разному.
Это одна проблема. Вторая проблема – это организационная проблема, которая, ну, это прямо какой-то очень-очень большой сложный комплекс преобразований, который требует достаточно длительного времени. Я не говорю, что административная реформа возможна завтра. Вообще никак. Но я не тешу себя иллюзией в том, что какое-то... Ну, то есть, с одной стороны, я не воображаю, как участковые, например, могут захватить власть в своем райцентре. С другой стороны, я вот сейчас потеряюсь и запутаюсь, поэтому... Хорошо, давайте, ну, извини. Это, вот вы когда сказали про Чехию, когда сказали про Польшу, то есть там получается, что на реформу полиция стала более-менее нормальной аж через 12 лет после обретения независимости. Да, ну, примерно так. А у чехам понадобилось 15 лет. Ну, Даже больше. Ну, но они просто не... у них была другая ситуация, они не так в этом нуждались. вот, то есть, Наверное, потому что у них не было... У них была бархатная революция, поэтому они более-менее спокойно перетекли из одного состояния в другое состояние. В Польше, да. а вот белорусам, как вам кажется, сколько времени займет? Тоже лет 10? А здесь зависит от того, как долго мы будем сейчас переходить, потому что чем дольше мы находимся в такой ситуации, тем, видимо, сложнее будет этот переход, с одной стороны. С другой стороны, вот почему я обратила внимание на то, что у нас есть уже изученный другими для нас опыт, который нам не нужно сейчас изучать, то, что можно не наделать тех же ошибок, потому что... А главная ошибка какая может быть? Ну, там, можете одну-две назвать? Но можно... Да их там... на самом деле ошибиться можно где угодно. Можно неправильно выделить в самостоятельные структуры какие-то подразделения. Например, у нас сейчас вообще все, вот вся правоохрана подчиняется министру внутренних дел, хотя в большинстве стран, например, тюремная система, вернее, система исполнения наказания подчиняется Министерству юстиции. То есть у нас может оказаться так, что вывод этой системы в другое министерство может оказаться неудачным, неэффективным, потому что любая реформа, она связана с перетеканием денег и ресурсов по разным источникам. Может оказаться, что какие-то вещи просто не получились. Второй момент, может оказаться во главе неудачный реформатор. Мы не знаем. У нас слишком много сейчас людей, работающих в сфере правоохраны, и в любом случае необходимо их некое сокращение, и это сокращение может оказаться неудачным, потому что у нас люди, которые имеют вот этот опыт легитимного насилия, которое было, положено там пару лет назад, могут оказаться на улице без возможности нормального устройства, и тогда тоже ничего не получится. Поэтому много подводных камней. Но я верю в то, что можно эффективно реализовать, например, быстрее тот же польский сценарий, каким-то образом. Без изучения очень сложно, потому что я начинаю спекулировать в отношении того, что можно сделать там здесь. Мы не знаем сейчас, как распределяются деньги, мы не знаем сейчас, сколько... Мы даже не знаем, сколько у нас полицейских, мы даже не знаем, сколько у нас на руках оружия у них. Поэтому до того момента, как это все не открыто,
Мы не знаем, сколько у нас преступлений, потому что у нас закрытая, я имею в виду нормальных, не политических преступлений, а нормальных преступлений. У нас закрытая вся статистика на эту тему. Публикуется статистика только о так называемых коррупционных преступлениях, а в общем нормальную преступность очень сложно изучать в Беларуси, поэтому мы не знаем, что мы имеем, сложно делать прогнозы, куда мы будем развиваться. То есть, получается, есть такой большой аппарат силовиков, они, в общем, совершают массу противозаконных действий, но никто не понимает, как они устроены, как они финансируются, как они живут, сколько их, насколько они эффективны. Я имею в виду, что гражданское общество не понимает, что вот мы со стороны исследований, со стороны нам не за что уцепиться здесь. Потому что Центральный банк, он понимает, что, с чем он апеллирует, Национальный банк. Значительное количество компетентных экономистов у нас находится в Министерстве финансов. И есть центры, которые достаточно хорошо это изучают, и тот же исследовательский центр ЭПМ, и тот же Бюрок, они, в общем, в этом месте ориентируются. У нас никогда, я имею в виду в Беларуси, никогда не было ни юридического, не буквального изучения правоохранительной системы, потому что у нас правоохранительная система, она воспринимается как часть юридической системы, правовой системы общества, изучается юристами. А что мы делаем здесь? Мы изучаем правоохранительную систему со стороны социологии организации. И только в этот момент мы начинаем понимать, как же она устроена и какие части ее работают, по какой причине лучше или хуже, чем другие части. Давайте Лучше, наверное, нет никаких. Да, давайте паспрабуем выйсці на нацыянальную ідэю. Вот зараз шмат хто з нашых суразмоўцаў казаў, што менавіта ў дадзены момант на вуліцы вот грамадства беларускае і спрабуе сфармуляваць ці знайсці нацыянальную нейкую ідэю, з якой вот у адпаведнасці з якой яны будуць будаваць новую Беларусь. З іншага боку, калі паглядзець на патрабаванні, з якімі людзі выходзяць на вуліцы, гэта спыненне гвалту, гэта вяртанне законнасці ў краіну, гэта выкананне іх базавых правоў. Ну, патрабаванне, каб вот вярнуць гэта людзьмі звацца. Так ці можна ў такім выпадку сказаць, што ну, калі вот фармулююць нацыянальную ідэю з такія патрабаванні ёсць у людзей, то менавіта пытанне законнасці яно на дадзены момант і з'яўляецца такой вот нацыянальнай ледзь не ідэяй дадзенага моманту. Ці, можа быць, у вас ёсць іншае бачанне і ці, можа быць, іншая нацыянальная ідэя, якую вось сыходзячы з вашай навуковай працы і з вашай грамадзянскай пазіцыі вы маглі б прапанаваць? Ну, здесь вот есть смешение законности и прав, потому что права – это вещь неотчуждаемая от человека. Права – это на самом деле Беларусь это борется сейчас за свои конституционные, базовые, то, с чего начинала, права человека. Закон – это средство реализации этих прав. И вот мы видим сейчас, что буква закона, то, как оно у нас написано, а написано у нас все правильно, в общем-то, оно не реализуется, оно ровно теми, кто должен бы следить за процедурой исполнения этого закона. Оно сначала права нарушаются правоохранителем, правоохранители нарушают права. Это вот хорошая тавтология. Затем суды затверждают вот это вот нарушение прав, действуют точно так же, как бы произвольно применяя закон к тем ситуациям, с которыми они разбираются. И на выходе получается, что законы есть, прав нету. И
это одна сторона. С другой стороны, далеко не каждый закон на способен гарантировать вот эту реализацию прав. Ой, что-то я так. И что здесь получается, что граждане выходят за одно, они как бы выходят за то, что, наверное, это то, что можно назвать естественным правом. А правоохранители, они выходят, в общем-то, за то, что считают важным для себя, а для себя они считают важным. Это свое, там, не знаю, материальное благополучие, это свои внутренние представления о чести, о достоинстве, о своем достоинстве, о том, что как это так. Ведь если мы присмотримся и прислушаемся к риторике политических лидеров, и даже не лидеров, а вот мы иногда в порядке своей гражданской активности, переписываясь со своим депутатом, в ее ответах видно, что она ощущает то, что политический кризис, который происходит в Беларуси, как будто навязанный извне. И вот мне кажется, что проблема в том, что гражданское общество, оно видит этот кризис как вызревший изнутри, а политический истеблишмент, режим видит его как будто пришедший снаружи. И понятно, что если одни люди живут в одной реальности, другие в другой реальности, то здесь происходит некий коллапс. Другое дело, что одна реальность имеет оружие, другая реальность имеет только свою волю к достижению, все-таки к реализации каких-то своих прав. Я имею в виду мирных протестующих. Ну і на заканчэнне ўсё ж таки Арына Дмітриева, ці можа прапанаваць сваё бачанне ці там сваю нацыянальную ідэю для сённяшняй і заўтрашняй Беларусі? Хорошо звучит. Мой вздох... Очень по-белорусски получилось. Да, потому что национальная идея — это что-то... с одной стороны, национальная идея — это что-то очень эфемерное, с другой стороны, наверное, вот на сегодняшний момент национальная идея было бы действительно достижение каких-то, реализация каких-то своих базовых гражданских политических прав. А дальше начнется веселое, потому что дальше мы столкнемся с тем, что у нас разные люди живут в обществе, и здесь возможны абсолютно разные повороты событий. Но да, вот вы меня не спросили про язык, вы меня не спросили про флаг. У всех своих гостей спрашиваете. Можна сказаць, калі от зараз нацыянальная ідэя гэта рэалізацыя сваіх законных там канстытуцыйных правоў, то можна спытацца тады, а на якой мове гэтая рэалізацыя сваіх правоў, пад якім сцягам? З мовай, мне здаецца, нам трэба ўсё ж такі ісці шляхам Южнай Афрыкі, у якой канстытуцыі, здаецца, ці то 12, ці то 13 моваў, а то і гэта не перашкаджае ім дагэтуль з 92-го года, з часоў падзення апартэіду, утрымоўваецца з цяжкасцямі, але дэмакратычнай краінай.
в Но я понимаю, что на самом деле большим билингвизм белорусов является их нашим капиталом, потому что э, быть замкнутыми только в одном языке, это значит иметь один мир. Если мы естественным путем сейчас более-менее большинство населения является пассивными билингвами, активными билингвами, это все-таки как бы два мира, две литературы, две истории, которые два направления образования. Понятно, что на белорусский язык никогда не перевести такое огромное количество ресурсов, как можно читать на русском языке, поэтому мне кажется, что билингвизм – это нормальная история для белорусов, потому что другое дело, что вот белорусский язык должен быть максимально доступным для всех граждан и для всех родителей, которые желают, чтобы их дети учились на белорусском языке, а не так, как сейчас, когда в городе может быть одна белорусскоязычная школа, и человеку, чтобы учить ребенка в этой школе, нужно либо приезжать в район, где есть такая школа, либо таскать его или своих детей, если их несколько, через весь город, рано вставать и так далее, и тратить всю жизнь на то, чтобы ребенок учился на белорусском языке. Что касается флага, то, мне кажется, белорусы его уже выбрали, но и он бело-красно-белый, бело-червоно-белый. Но, может быть, я ошибаюсь сейчас, потому что... Да, вот Максим надо мной хихикает, потому что я увиливаю, видимо, я увиливаю, да. Очень белорусский ответ на все. В общем, давайте так, за правоприменение... За правоохранителей без правонарушений. Вот, наверное... Наверное, да. По-беларускі. Ну і Бог з тобой. Дякую вялікі. Ну, в прынцыпе, выкананне сваіх правоў і пра тое, што ў свой час казаў Купала, вот менавіта гэтае людзьмі звацца, а звацца людзьмі можна будзе толькі тады, калі будуць усе твае правы і цябе паважаць. Ну і ты будзеш паважаць чужыя правы, толькі тады нешта і атрымаецца. Гэта вельмі істотна, што павага павінна быць з абодвух бакоў. Безумоўна, за нашыя правы і за павагу з усіх бакоў. Дзякуй вялікі. Такі вось падаруначак, калі будзеце ўсё ж такі ў Мінску, завітайце, атрымаеце ад Еўрарадыё і крамы Сымбальбай. Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук і Арына Дмітрыева. Дзякуй вялікі. Слухайце і глядзіце нас.